Жители Хакасии теперь могут не только смотреть «Вести Хакасия», но и слушать. Старейшее радио республики, радио России Хакасия, теперь тоже в первом мультиплексе цифрового сигнала. Именно благодаря цифре жители отдаленных сел республики впервые услышали и увидели новости на родном хакасском языке. Константин Кравцов побывал у наших коллег в старейшей радиостудии республики. Вот она, обратная сторона динамика. Эфирная студия радио России Хакасия. Именно отсюда по всей республике разлетаются новости и другая нужная и полезная информация. Одна из старейших рубрик «Радио Регион» о том, как живут наши соседи по Сибири. Кстати, радио ГТРК Хакасия, пожалуй, самое почтенно возрастное в республике – 85 лет. Хотя есть такой стереотип, что кухонное радио, да, вот, которое слушали наши бабушки, дедушки, родители. И мы, в принципе, вот стереотипно видим слушателя таким. Но я бы сказала, что слушатель думающий, слушатель зрелый, слушатель, который ставит перед собой вопросы и желает получить ответы. До недавнего времени радио России Хакасия в каждом районе республики можно было поймать на совершенно разных FM-волнах. Благодаря запуску первого мультиплекса сигнал в качественном цифровом формате доступен в настройках, внимание, телевизора. Вот так голубой экран сменяется на не совсем стандартный радиоприемник. Радио России Хакасия. Погода. Завтра, 4 октября, в Абакане ночью +4, дождь. Я уже здесь 30 лет на радио. Пророчили, что вообще-то радио скоро будет исчезнет, не будет существовать. Ну а то, что сейчас происходит, это что доказывает? А сейчас то, что происходит, еще раз доказывает, что радио необходимо населению. Но что такое радио-телевидение? Звучит радио, смотрим телевидение, значит все у нас хорошо. Вот когда не будем звучать, значит что-то случится. О том, что такое цифровой прогресс, теперь не понаслышке знают жители маленького отдаленного села Кызлас в Аскизском районе. До недавнего времени главным источником новостей для местных служило разве что сарафанное радио. С запуском мультиплекса телезрители и радиослушатели могут узнать о событиях в республике, причем и на русском, и на хакасском языках. Утром включил, смотрю, на хакасском говорят по телевизору. Жене кричу в другую комнату: смотри, на хакасском. Я вообще первый раз в жизни увидел передачу на родном языке. Очень интересно. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.